У нас остался 1% из всех БЧБшников, с которыми можно еще нормально разговаривать. Все остальные БЧБшники – это просто пыль и грязь под ногтями. С ними разговаривать нету смысла, их нужно сажать и наказывать. Это приверженцы тех самых формирований нацистских батальонов периода Великой Отечественной войны. Это беглые, это предатели нашей страны. Это коллаборанты, которые готовы подставить свой задний проход ради Запада, ради США, ради Великобритании, ради ценностей Евросоюза и той жизни, которую им декларируют. Им объяснять этим никчемным предателям ничего не нужно и нету в этом смысла. Калісьці Лукашенко казаў, што здаровы дурак апасен для общества. Знаёмцеся, гэта Ягор, раней быў Дмітрый Макаренко. Ягор палітычны блогер з нікам Лифтадор, ладзіць міжнародныя эфиры у ТикТоку, претендуя на объективность. Я им показываю своим примером, что в Беларуси режима нет. Я хочу, каб вы его запомнили, тому что придет час, когда он будет казать по-иншему. Скажите, как вы думаете, нужно ли плохого змагара, который очень радикализирован, бить дубинкой? Ну, если не доходит, надо бить. Мне так кажется. Егор, дык что, с такой нагоды и ебатик треба бить? В Беларуси никто никого не притесняет, не ущемляет в ваших правах, в вашем выборе, да? То есть я вот яркий пример этого. Ну, гэта да пары. Слухай, ты ж з Гомля, тады, можа, памятаеш, ведаеш блогера-дальнабойшчыка Евгена Котлярова, які таксама, як ты, падтрымлівае рэжым, і які таксама казаў, што ніхто нікаго не прыцісняе. А зараз Евген, напэўна, не вылезае з ічу за сваю грамадзянскую позицию. Просто у нас белорусы боятся делать свой гражданский долг, потому что у нас очень народ такой статичный, им почему-то кажется, что если они сделают замечание власти, местной власти, да, хотя местная власть это менеджер города, в первую очередь, а не тот, кто тебя, что-то тебе тут должен приказывать. Иди скажи администрации Гомельского гарвыканкама, что яны только менеджеры, нанятые на корысть народа. Им почему-то кажется, что если они сделают какое-то замечание местной власти, то их сразу же посадят, увезут в тюрьму, вот, или что-то такое. А чему людям так кажется? Может, у их есть на это некая причина? То, что выборы нелегитимны, вам это навязали, вам это внушили, вам так показалось, потому что вас всех подняли очень сильно, заставили вас поверить в то, что вот такая вот диктатура, такой режим Лукашенко выбран нечестно, и что абсолютное большинство это только вот БЧБшники из Магары. Я когда создавал то, что я создавал в 2020 году, мы очень явно увидели, что вас не большинство, как оказалось. Вас большинство в сети, вас большинство в Телеграме, потому что обычные нормальные люди, которых устраивает жизнь, они просто жили, им не нужна была эта политика. Они пошли, Лукашенко галочку поставили, живут дальше, развиваются, создают семьи, строят свой быт, строят свое будущее. Но когда вот то, что случилось, мы все прекрасно увидели, что БЧБшников, кажется, их не большинство. Ягор хоче переконать нас, что еще на этапе сбору подписов не было відавочна, за кого большесть. Я так само, Лифтадор, могу аргументовать, что вас, ябатек, заставили поверить у то, что Лука выиграл. А як ты это проверишь? Где тыя бюллетни? Кто фальсификовал выборы? Неужели мы из Магары? Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Так что, Лифтадор, каб провести новые справедливые выборы, треба со слова Лукашенки забить его? Так повинен говорить человек, який честно перемог. Я вам гарантирую, что в 2025 году Лукашенко 97% соберет, если он пойдет избираться. У Чаушевску перед расстрелом, кажуть, быстрым бы было под 99% подтримки. Только як это ему допомогло? Нехта Степан у моих ног лежал, пятки мои нюхал. Говорит, Лифтадор, дай мне интервью, дай мне, говорит, интервью. А я знаете, что сделал? Я его пнул копытцем и сказал, иди. Во, яке оно было. Теперь вы ведаете. Нам продлили трансляцию до 21:35 по московскому времени прямым донатом из Российской Федерации. Ланочка, дякую, обнял, приподнял. Чмоки-чмоки, моки-моки. Я могу вось признаться, что зайздрошую Егору, бо он может легально ладить вось такие социальные пытанки. Мяне зацікавілі яго стрымы, бо па адказах гасцей можна зрабіць срэз рускамоўнага грамадства і нашых беларусаў. Прапаную паслухаць некалькі дыялогаў, якія ідуць уразрэз са светапоглядам Лифтадора. Поехали!
Виктория, у нас строится общаться культурно, дается 12 минут на тройку спикеров, эфир является политическим, Без проблем. народным. Виктория, ваше мнение, а как вы думаете, почему Путин начал СВО? Могу сказать, значит, я так понимаю, что после развала Советского Союза общество не могло принять развал Советского Союза, и как бы все стремилось к тому, чтобы воссоединить эти все 15 держав снова. Ну а Путин как бы услышал мнение народа и решил воссоединить, ну как бы сказать, воплотить это в жизнь. Ну со своей фанатичной какой-то там своими фанатичными желаниями. Ему нужно удержаться у власти обязательно, поэтому ему надо обязательно развязать какую-нибудь войну, потому что каждый раз, как он приходил к власти, он вечно начинал где-то войны. Поэтому его такая стратегия. За 20 лет его правления, сколько он там, 20, я уже сбилась, они уже провели 6 или 7 войн. Поэтому, ну, я так думаю, что эта страна без войны уже не может просто. И народ тоже, кстати, общество так же само. Хочет ли народ переговоров? Какой, украинский? Да. Я думаю, нет. Почему нет? Объясню почему. Просто с каждым разом прилетания ракеты, если россияне думают о том, что они нас как-то вынудят на переговоры, то они очень ошибаются. Они просто не знают украинцев. Украинцы сейчас как никто объединились и готовы давать отпор. Поэтому и все, что творится сейчас российская армия на территории Украины, это геноцид, это первое, и уничтожение просто украинского народа. Вот. И я думаю, что переговоров нет, потому что, я объясню почему, потому что Российская Федерация никогда не соблюдала все договоренности, которые она заключала с другими странами. Альфа, как вы думаете, почему Путин начал СВО? Ну, все началось просто не со СВО, а с 2014 года. Что началось в 2014 году? Захват Крыма. А что было до захвата Крыма? С Россией абсолютно ничего, все было хорошо. Расскажите о Харьковских соглашениях, пожалуйста. В смысле? Не знаю. А что там Скажите, а почему Крым забрали без военных действий? Без понятия, я не политик. Скажите, почему Зеленский развязал эту войну? У меня такой информации нету. Зеленский не нападал на Россию, насколько я знаю. Почему украинцы преуменьшают жестокость нацистов и относятся более лояльно к действиям гитлеровской Германии в отношении украинского народа во время Великой Отечественной войны? Не буду отвечать на этот вопрос, не смогу. То есть такой факт? Не знаю. Как вы думаете, есть ли в Беларуси языковой конфликт и пытается ли кто-то создать этот языковой конфликт? Конфликта нет, а создать пытаются. Да, например, вот БЧБ, которые очень активно использовали именно языковой вопрос. Скажите, Валерий, как вы думаете, почему наши змагары хотят, чтобы в стране был только один государственный, это белорусский? Как вы думаете? Ну, вар'яты, напевно. Скажите, да, вот этот новый орган власти при уходе Лукашенко, как вы думаете, как он будет работать? О, это настолько тяжелый вопрос, но я надеюсь, он, по крайней мере, он останется работать. Я так надеюсь. Будет, как он будет, не знаю. Это вопрос времени, вопрос ситуации. Кто придет вместо него, не разгонит ли этот новый орган власти. То есть, ну, тут такое... Это вилами по воде на кофейной гуще погадать. Все будет зависеть от нового нашего президента, если он уйдет. Угу. Есть ли кто-то из ваших знакомых, кто был делегирован на ВНС? Нет. Вообще никого? Не. Как же так? Почему? Ну, не знаю. У меня в основном знакомые это люди, которые не особо любят нашу власть. БЧБшники. Такие еще в Беларуси остались? Да, есть. Ходят, плачутся там сами себе, кухонные разговорчики и прочее. Почему Тихановскую допустили к выборам? А кто ее вообще допускал к выборам-то, Тихановскую? Ну как кто же, она она же такая? 11% набрала. А вы думаете, что это 11% настоящие 11%? Я что-то очень сомневаюсь. То есть вы считаете, что ей дорисовала власть? Да там даже и 1% навряд ли было. А зачем власть? А кто она дорисовала такая вообще, процент? Тихановская? Это же незаконно дорисовывать цифры.
Вот вы мне скажите, а кто такая Тихановская? Вот кто она такая? Женщина. Понятно, что не мужчина. Ну вот она вот политиком из себя вот сделала. Она типа, политик? И ну, что она так как считает, политик, да. и что она как политик она предоставляет для Беларуси? Она Санкции? ничего не предоставляет. Вы мне скажите, если было очевидно, что протесты финансировались, зачем ее допустили к выборам? Ну, у нас допускают к выборам. Получается, во-первых, если она прошла к выборам как положено, значит, ее допустили, скорее всего, к выборам. У нас нету тюремной организации, скажем так. Но ведь она призывала своих людей к незаконным действиям, выходить на митинги, на протесты, на акции. Я видел эти процессы и акции, и возле меня, возле моего балкона ходили эти все, и видел, как это все происходило. Ну, может, в Минске было пострашнее, но в Бобруйске это детский сад. Мы все смотрим на Украину там постоянно, но я как-то больше топлю за то, что мы смотрели на свои проблемы. Вот, у нас как бы вот этот патриотизм больше, ну, идет уклон в это, но тем не менее своих же проблем много. Вот, допустим, самое глобальное это, ну, на мой взгляд, это нехватка рабочих рук. Вот. То есть у меня много моих приятелей работает на производстве, вот где говорится, что мы там, оно передовое, работает налажено, но на самом деле там работа не налажена, и работают там, извините, люди, которые отбывают за ЛТП. Вот. Они обычные люди, которые пришли туда устраиваться. За кого голосовали в 2020-м? А я не голосовал. Почему? Вот, но я не считаю нужным это делать. Почему? Ну, потому это что... В смысле? Ну, это же ваш гражданский долг проголосовать, разве нет? Вот. Ну, знаете, у нас же как бы есть, вы говорите, права. Вот у меня есть свое право. Я не хожу так, как я для себя делаю свои выводы. То, что у нас есть один человек, и все, и он решает. Вот. А все остальное фикция. А что именно фикция? Ну, выборы. Почему они фикция? Ну, потому что их нет. Почему их нет? Ну, потому что нет конкурентов, вот и все. Почему нет конкурентов? Были же конкуренты. Нет. Тихановская, Черечень, Конопадская. Нет. Это не конкуренты для меня, извините. А почему Лукашенко не выбрать тогда, если это не конкурент? Не выбрать, так все же так, как бы он и так правит. А зачем менять власть каждые 5 лет? Ну, любые перемены, это перемены к лучшему. В Украине сейчас перемены к лучшему? А я же говорю, я не смотрю в сторону Украины. Что вы пристали к этой Украине? Смотрите, вам сказали, когда вы были маленькие, пальцы в розетку не сувать. А почему пизданет? Потому что кто-то уже засунул. Поэтому вы пальцы в розетку не суете. Хорошо, а если мы постоянно, как вы говорите, суем эти пальцы в розетку уже столько много лет, и ничего не меняется? А можно примеры, что не так? Вот вы говорите, растет зарплата, она не растет ни черта. Растет зарплата. Потребительская корзина растет. Разве нет? Ну где они растет? У меня растет. Растет зарплата, растет и ценник в магазине. Слушайте, вы зарабатываете 1200 укладчиком, упаковщиком, для которого не надо никакого даже специализированного образования. Сколько вы зарабатывали на МТЗ? Тогда были эти нули. 2500. 2 миллиона 500, да, белорусских рублей. Вы получали на МТЗ $150 до деноминации. Сейчас вы получаете $400 укладчиком-упаковщиком. В смысле она, блядь, не выросла? Я прошу прощения, сейчас для нашего уровня жизни это не зарплата. Если у вас имеется семья, а у вас есть Если семья? у вас имеется семья, у вас имеется жена. То есть вы считаете 1200, плюс там жена тоже где-нибудь в этом районе. Если есть свое жилье. А если нет своего жилья, как половину это, конечно, белорусов? уже сложнее, Евгений, да. Ну, вот видите. Ну, грубо говоря, у вас на еду остается где-то 1500 в месяц, наверное, да? Ну, где-то так, да. Евгений, если у вас была зарплата 700 рублей, у меня двое детей... У меня есть такие друзья, да. Я понимаю. Я бы понял, почему вы недовольны. Но когда вы мне говорите, что у вас зарплата 1200, у жены 1500, и вам есть и на покушать, и вы детей себе завели, родили, создали людей новых, понимаете, какая-то ответственность? И вы все равно живете, и у вас есть деньги на развитие детей.
Я не понимаю, что вас не устраивает. Карацей, заходзьце да яго ў гасцевыя стрымы і спрабуйце пераканаць, бо са мной ён гутарыць не хоча. Дзякуй за прагляд, жыве Беларусь, а напрыканцы паглядзіце, як ён прайшоў уже стадыю адмовы і непрымання мяне. Пакуль. Ты вообще понимаешь, какая вообще сейчас повестка в мире? Ты, блядь, что вообще обсуждаешь? Он пытается собрать просмотры на каких-то локальных, блядь, конфликтах с провластными. Он еще что-то там пытался звонить, блядь, там, милиции, блядь, министрам, всем остальным. Не смотрят. Он уже решил взяться, блядь, за контент в ТикТоке. У нас тут есть такая классная штука, называется черный ректальный денацификатор. Видишь, смотри, вот он для тебя. Опа-на. Все, я покидаю этот несчастный, убогий, дешевый эфир, кладу тебе свои яйца в рот. Пока, блядь. Господи, боже, какой дегенерат.